Несколько веков осетины находились на грани вымирания. В старину здесь, в горах, свирепствовала чума, уносившая тысячи жизней. Чтобы не заражать здоровых людей, больные целыми семьями вместе с детьми на руках уходили в специально построенные склепы и умирали здесь. Только так можно было спасти весь род от гибели. В результате эпидемии население Осетии меньше чем за полвека сократилось с 200 тысяч до 16 тысяч. Чума опустошала целые селения. Больше других от эпидемии пострадал горный аул Даргавз. В средние века он был одним из густонаселенных. За десятилетия чумы усыпальницы обреченных даргавцев образовали целый город – город мертвых. Сегодня сюда целыми группами приводят туристов. Хотя еще полвека назад никто не решался приближаться к склепам, даже за большое вознаграждение. Традиция строить склепы в горах появилась давно. В Даргавское ущелье осетин загнали татаро-монгольские завоеватели. Земли в горах катастрофически не хватало. Приходилось беречь каждую пять, чтобы вырастить хлеб. Хранить людей было негде, поэтому старейшины вынесли решение. Каждый род должен построить склеп на малопригодной для жизни горе Рамен-Рах. На Северном Кавказе это самый большой и богатый склеповый могильник. Всего в Даргавском некрополе насчитывается 95 склепов. В каждом из них покоится несколько поколений осетин-однофамильцев, и отцы, и дети. Когда пришла чума, количество склепов увеличилось. Чтобы не заразить здоровых людей, смертельно больные горцы сами отправлялись в каменные могилы. Они брали с собой еду и воду, которых хватало максимум на 3 дня. Поэтому люди внутри склепов часто умирали от истощения, нежели от чумы. Но даже страшная болезнь не смогла остановить человеческое сострадание и доброту. Соплеменники приносили умирающим людям еду и оставляли ее на специально сделанных полках. Склепы в городе мертвых разные по архитектуре. Большая часть усыпальниц имеет сложную пирамидальную форму и ступенчатые крыши. Другие буквально вросли в землю, а некоторые вообще стоят поотдаль от остальных. В стене каждого склепа есть вот такой узкий квадратный лаз. В древности именно через него вносили умершего и укладывали на настил. После этого окно закрывали деревянным щитом. Слабонервным местные жители не советуют заглядывать внутрь. От увиденного внутри склепа по коже пробегают мурашки. Останки горцев покоятся в усыпальницах около 5-6 веков. К изучению города мертвых ученые приступили лишь в середине прошлого столетия. Считалось, что могильники опасны и содержат заряд чумы. Существовало даже поверье, по которому каждый, кто осмелится из любопытства проникнуть в склеп, поплатится за это жизнью. Поэтому местное население обходило некрополь стороной. Когда археологи впервые приступили к раскопкам в городе мертвых, они предприняли все меры предосторожности. Однако анализ показал, что в усыпальницах отсутствуют чумные бациллы. Склепы были вскрыты, и то, что открылось взору, удивило даже видавших виды археологов. Все это запечатлено в киноленте «Тайна бронзовой головы», снятой студией «Владикавказ телефильм». Интересно, как все это сохранилось? Как живые. Ученые предположили, что при строительстве усыпальниц соблюдалась особая система вентиляции. Благодаря этому смертельно больные люди внутри склепа могли жить еще какое-то время. Вскрытие могильников привело к нарушению уникальной системы воздухоснабжения. И за короткое время мумии горцев, которых смерть будто застала врасплох, превратились в прах. Эти усыпальницы древних алан и их потомков одни ученые сравнивают с долиной фараонов в Египте, другие связывают пирамидально-ступенчатую архитектуру склепов с башнями храмов Анкора в Камбодже. Как объяснить подобное сходство, ученые пока не знают.
Некоторые исследователи уверены, своими силами возвести склепы со столь изящной архитектурой местному населению было не под силу. Скорее всего, строить могильник горцам помогали заморские зодчие. Есть версия, что склепы горцам помогали строить греки. Интерес вызывает еще одна загадка города мертвых. Самые древние мумии в Пантоне были уложены в ладьи с веслами. И это на высоте около 2000 метров над уровнем моря, где даже самые крупные реки абсолютно несудоходные. Погребения в ладье не встречаются среди горских народов. Поневоле напрашивается аналогия с древнегреческой мифической рекой Стикс, через которую Харон переправлял в ладье души умерших людей. Осетины до сих пор верят в существование таинственной страны мертвых. Ее владыкой считают Бараштара. В руку покойника вкладывают монетку, чтобы он мог заплатить за вход в загробный мир. Удивляет и необыкновенная прочность построек. Даже мощные горные ветры, которые не утихают здесь практически круглый год, не в состоянии поколебать склепы. Скорее всего, причина в уникальном составе раствора, который древние строители использовали при возведении склепа. Раствор делали из сметаны, молока, яиц, а также извести, которую перед этим несколько лет выдерживали в земле. Строительство склепа стоило очень дорого. По форме усыпальниц можно понять, насколько богат был род, которому она принадлежала. Знатные и состоятельные фамилии строили склеп больше и красивее, иногда даже многоэтажный и обязательно с крышей в форме пирамиды. А вот бедные фамилии сооружали незатейливые склепы с плоской крышей. С этими местами связано много мрачных легенд, но туристов и исследователей они не пугают. За полвека археологических раскопок ученые собрали в Даргавском могильнике уникальную коллекцию артефактов. Даргавский город мертвых хранит еще немало загадок, которые и пытаются разгадать ученые и путешественники со всего света.